Исторический детектив о нравах 16 столетия или кем была царица Сюмбике? После нового прочтения шекспировского «Гамлета» Тинчуринский театр обратился к еще одним легендарным персонажам эпохи Казанского ханства. Кстати, эта история впервые будет показана на татарской сцене. Сегодня актеры и режиссер Рашид Загидуллин впервые вышли на сцену после читки в аудиториях. Подробнее в эксклюзивном сюжете нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Актеры уже прошли проверку временем и перевоплощаются в персонажей, которые вершат судьбы, влюбляются, плетут интриги и борются за власть. В общем, все как сейчас. Просто вместо элегантных костюмов и лакированных причесок нужно будет прикрыть голову и одеться соответственно. Эти одеяния собраны из разных постановок. Костюмы к новой драме еще в работе. Для того, чтобы немножечко развеять миф о той самой Сюмбике, которая якобы сбросилась с башни Сюмбике, которая находится в нашем Кремле. Этого ничего с этой царицей, с этой женщины не произошло. Это историческая личность, которая сама по себе интересна своей многогранностью и многозначностью. Она очень много сделала в свое время для татарской истории. И конец ее был, конечно, ужасен. В основе постановки под названием «Последняя легенда» драма первой женщины-романиста Мадины Маликовой «Сюмбике». Маликова работает в разных жанрах, в том числе и в детективном. Это взято за основу. Но в центре все же не образ гордой Сюмбике, а целый ансамбль, у каждого из которого свое ключевое предназначение. Про Казанского ханства еще никогда не было. Ни пьес не было, ничего такого не было. Про Болгар это было, но про Казанского ханства не было. Вот мы решили как раз, когда царствовала Сюмбике после смерти мужа Сафагарея. Вот так как раз этот период. Образ царицы реконструировался в разное время, но не так часто, как хотелось бы. Последнее было связано с пародийной кинокомедией «Сокровище озера Кабан», где гордая дочь татарского народа соседствовала с определенно карикатурными персонажами. О Сюмбике когда-то рассказывали языком оперы. Исполнительница главной роли Гузель Гайнуллина величественно и отстраненно, ищущая эмоциональный и визуальный ряд для своей героини. Сюмбику очень любили, она была очень популярной среди народа. Видимо, вот как любимый президент, наверное. И чтобы вот мой персонаж, потому что люди не знают, какая она была. И моя миссия, может быть, в чьих-то умах, в чьих-то головах показать. Вот они, может, посмотрев на меня, у них на всю жизнь впечатление останется, что она была вот такой. Спектакль «Последняя легенда» основан на беспроигрышном материале. Впереди еще один не менее интересный. Это адаптированный для татарской сцены роман Эриха Марии Ремарка «Возлюби ближнего своего». Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Риженко, телеканал «Эфир».